Челны РТС, привет, дорогие друзья! Мы находимся в Москве, в самом деловом центре в Москва-Сити. Будем спрашивать людей о Республике Коми, показывать фотографии и разговаривать на коми-языке. С собой у меня традиционные коми-штаны, гач и рубашка ДРМ. Ну что, погнали! Теперь я самый стильный в Москве, коми-костюм на мне. Кто в Москве не бывал, красоты не видал. И визягач, и коты. На коты денег не хватило, будут кроксы. Можно вас вопрос задать? Как вы думаете, какого народа на мне костюм надет? С топором за спиной. Армяне. Армяне, нет. Армянские О Республике Коми что слышали? Конечно. Да, вы были там? Нет, не Нет? было. А из вас, у ваших знакомых кто-то? Нет. Нет? А вот такое чудо света видели? Пингвинов не видел. Я думал, это пингвины. Нет, это Мань-Пупунер, столбы ветривания. Находится на Северном Урале в Республике Коми. А прочитайте, что здесь написано. О, вдовы. Век живи, век учись. Да. На секунду немного о цифрах. Высота столбов ветривания Мань-Пупунер 40 метров, 42 метра. Высота башни Федерации 360 метров. А как вы думаете, какого народа на мне костюм надет? С топором за спиной. Не знаю. Калмыки какие-нибудь. Нет, Коми. Коми? Да. Что-то слышали о Республике Коми? Конечно. А что именно? Там очень классные народные танцы. Ну да, согласен. У нас еще есть вот такой Мань-Пупунер, одно из 7 чудес России. На Северном Урале стоит. О! Привет! А что ты знаешь о Республике Коми и о Мань-Пупунере? Ничего, понятно. Какого народа? Даже, наверное, русский народный костюм. Коми народ. Коми. Да. Ага, прекрасно. Бывали у нас в Спасибо. гостях? Нет, как-нибудь доеду. Ну да. Друзья, вот мы и зашли в Москва-Сити. Я себя чувствую особенным человеком, потому что здесь никого нет в национальном костюме. Здесь вот сотни, тысячи людей проходят, но никто не одет в национальный костюм. Здесь самый яркий — это вот Коми Морт. Территория Коми, где небо свелось с землей, где каждое мгновение, как первый поцелуй. В гостях в Коми никто не бывал, не знают о Республике Коми ничего. Впереди долгая, трудная работа, чтобы в Москве-Сити заговорили о нас. Мы идем кататься на теплоходе. Охранники в шоке, то, что мы проходим с топориком за спиной. И тут наш земляк поет как раз про дельтаплан. Уже зовет меня в полет мой дельтаплан, мой дельтаплан, мой дельтаплан. Очень много туристов, и такая мысль пришла, что они приехали посмотреть Россию, и они побывали в Москве, и, возможно, кто-то из них думает, что видел Россию, но по факту они видели небольшую часть России, потому что Москва и, например, какая-нибудь Коми-деревня — это два совершенно разных мира. И я считаю, что познакомиться с Россией нужно познакомиться с многими мирами, многими ее частями. Ты песня, что звучит в сердцах и в душах. Коми, ты вечная любовь, ты наша судьба. Впервые Коми-костюм опускается под землю, под московскую землю. Как вы думаете, чей костюм одет на мне? Что? Чей костюм надет на мне? Я не знаю. Какого народа? Предположительно. С топором за спиной. Не знаю. Это народ Коми. Что-то слышали о Республике Коми? Мало. Мало. Честно говоря, я не знаю. Ну, я могу сказать точно, что это белорусские узоры. А сколько, думаете, до Республики Коми, до столицы Сыктывкара лететь из Москвы? Может быть, часов 7. 1,5 часа. Всего Всего 1,5 часа, да. Как вы думаете, какого народа надет на мне костюм? С топором за спиной. Что-то из нордического. Из магического? Нет, что-то из скандинавских Из народов. скандинавских? Ну, почти, да. Коми народ. Коми. Всё. Да.
А что? Да, коми. А что слышали о коми народе? Они живут в Коми-Пермяцком округе. Нет. Так. Пермяцкий округ это другое, это в Есть и Пермском крае. край. Это в Пермском крае, а еще есть республика Коми, это Сыктывкар. Сыктывкар, да. А бывали там в гостях? Нет, к сожалению. Вы приглашаете? Я приглашаю, да. Да, как это сделать? Это... А сколько думаете полететь до Сыктывкара от Москвы на самолете? Сколько лететь? Да. Да не больше 2 часов, наверное. 3, наверное. Ну, два с половиной. На 1,5 часа всего лишь. Полтора даже. Да, просто из Сыктывкара, из Шереметьево полететь до Сыктывкара, и я вас там встречу и проведу экскурсию по Да Сыктывкару. что вы? Даже могу свозить на вертолете на Плата Мань-Пупунёр. Отлично. Мань-Пупунёр, что слышали такое? Да, слышали. А что слышали о Мань-Пупунёре? Там находятся такие изваяния из горных пород, да, такие необычные, ветровая форма рельефа. Да, это столбы Да, ветривания. столб. Ладно, все, не буду отвлекать, спасибо, до свидания. Да. Ну, знаете, это что-то типа вот или уральский, или ханты-мансийский, вот что-то. О, вы прям близко. Или вот в Кузбассе, Абаканы, там вот какие есть. Ага. А почему так думаете? Ну, просто, знаете, вот на среднеазиатские, вот там южные, никак не похожи. Коми. Слышали что-то о республике Коми? Да, я в ней был несколько раз, и в Воркута, и Интай, и Сыктывкар, и Ухта, и... А что вы там делали? Просто работу искал, вот когда в свое время, в советское время еще на шахту ездил. Вам от нас небольшой подарок. Это коми монпансье, коми леденцы из ягод. Друзья, это успех. Уже 3 человека встретили, которые мало, знакомы с республикой Коми. Кто-то даже бывал. У меня на тебя есть особые планы. Будем вместе лечить душевные раны. У меня нет тебя, никого нету ближе. Когда я вернулся с 3-го путешествия на Мань-Пупунёр, мы говорили с нашими единомышленниками о том, в какую экспедицию отправиться в следующий раз. Может быть, к староверам на лодке. И наш разговор прервал звонок Александра Яковлева, ведущего на телеканале «Россия-1» передачи «Прямой эфир». Всем привет! Да. Привет, Генрих. Я, несмотря на то, что я родился в Москве, моя мама родилась в республике Коми, в Кочпане, и все свое детство я проводил летом в орбите на Тентюковской улице. Во мне, я горжусь этим, есть кровь Коми. Слушай, самое главное это не костюм, самое главное, костюм крутой, но самое главное это твоя любовь к коми-культуре, потому что, опять же, я когда написал Генриху, я правда очень волновался, потому что чем Генрих покорил всю республику, и не только, потому что он настоящий. Я помню, как он начинал. Вот и сейчас мы смотрим профессиональную съемку с Мань-Пупунёра, коптер, понимаете, там несколько камер, одна проходка, вторая проходка. Я понимаю, что это настоящее производство там уровня телеканала. А начинал он с небольшой камеры, но его уже тогда с каждым новым выпуском дневника любило все больше и больше людей, потому что это было невероятно искренне, невероятно, это по-настоящему. Я очень хочу обратиться ко всем, знаете, людям, принимающим решения, депутатам, чиновникам, общественным деятелям Республики Коми, значит, руководителям департаментов образования, школ и так далее. Вот поддерживайте Генриха, потому что он проделает невероятно важную работу. Коми-культура будет сохраняться, язык, если вот такие, как он, будут ездить по школам и рассказывать детишкам, на какой уникальной земле, в каком уникальном регионе они растут. Чтобы ребята выбирали изучение коми-языка, чтобы они знали, хотя бы пусть и немного, но какие-то самые азы. Вот, поэтому, Генрих, спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Вот. Какого народа этот костюм? Народа? Да. Не знаю. С топором за спиной. Я не знаю. Коми народ. Нож маленький. Топор. И что-то... мне кажется, что-то с животными связано, которые Да, держать. все верно. Коми народ, республика Коми. Круто. А что, слышали что о республике Коми?
Ну, то, что в России она То, есть. что Россия, столицу хотя бы назовите. Я не знаю столицу. Знаете, а сколько лететь от Москвы до Сыктывкара, это столица Республики Коми? Ну, часов 8. Нет, поменьше, подождите. Часов 6, наверное. 1,5 часа. Да, всего-то Да, всего-то. недалеко. На выходные можете прилететь. Круто. Проведу вам экскурсию. А там есть что смотреть? А как Есть. вас найти? Меня зовут Генрих. Верхняя часть, скорее всего, война, она как бы традиционно для очень многих народов. Это европейская территория. Извините, как вы думаете, какого народа на мне костюм надет? Какого народа? Да, с топором за спиной. Опешили. Это что-то с викинги, может, нет? Ну, почти. Только говорю, что топор за спиной, говорят, с викингами что-то связано. Тюрки, что воинственные. Хотя, если посмотреть, в Коми республике преобладал раньше, да и сейчас, матриархат, потому что охотники уходили надолго в лес, и все хозяйство оставалось женщинам. И Коми народ, менталитет Коми совсем не воинственный. А топор нужен не обороняться, а для выживания, для охоты, для того, чтобы рубить дрова, сучья, деревья, которые на пути попадались. Как вы думаете? Славянского. А именно, какие народы вы знаете? Не силен, если честно. Я Смотрите, топор за спиной. Топор, кельты, кто там, викинги. Коми народ. Коми? А потом мы решили немножко поменять формат, снять коми-костюм, надеть современную стильную одежду, но с элементами нашей коми-культуры. Как думаете, что изображено на футболке? Листочки. Это лего. Так, так. Нет? Это ягоды? Ягоды? Да. Какая ягода? Земляника, голубик. Ой, блин. Брусника. Правильно. Вы что-то слышали о республике Коми? Знаю, что есть такая республика. Больше ничего? А какие города там есть? Мы находимся на Патриарших прудах. До сих пор нам ничего конкретного про республику Коми не говорят. О республике Коми слышал, читал в каких-то документах, но никогда сам не интересовался. А что читали? Читал, ну, оно как-то попадало в документы, которые я гонял. У меня хобби каждое лето ездить в забытые Богом деревни в разных местах России, северных обычно, и чинить храмы в этих деревнях. Красить и это. От школы нашей такая. Как называется движение? А? Как движение называется? Ну, это экспедиция нашей школы, экспедиционная группа. Пешеходы твои, люди невеликие, каблуками стучат, по делам спешат. Как вы думаете, что изображено на футболке вот? Ягода. Ягода какая? Ну, брусник, наверное. Все верно, да, брусника. А расскажите, пожалуйста, что вы знаете о республике Коми? Что вы слышали о ней? В республике Коми у меня живет даже однокашница моего брата, которая заканчивала Ярославский педагогический институт. И работает она там учительницей и периодически к нам приезжает. Коми? Да. Я не знаю, где она расположена. А сколько думаешь лететь до нее с Москвы? Ну, блин, часов 7, может, 10. 1,5 часа. Реально? Да. Там Уральские горы. Понял, что это. Потом Маньпопунер. Не слышал? Нет. А город Воркута. Не, я не настолько географ. Парень, извини. Можно у тебя вопрос спросить? Можно вопрос спросить? Давайте. Что ты слышал о республике Коми? Точно слышал, что она существует, но я на карте не покажу. А про город Сыктывкар что-то слышал? Что он существует. Да? Да. А сколько думаешь лететь от Москвы туда? Часа 4, может. Я не 1,5 думаю. часа. Как что? Наша республика Коми, в которой входит в состав Российской Федерации. Да, а вы там были? Нет, к сожалению. А какая столица республики Коми? Затрудняюсь. Сыктывкар город. Сыктывкар, точно. Чтобы помочь в съемках о республике Коми в Москве, приехали наши друзья из Сыктывкара в коми-костюме. Это свадебная парочка этого года.
Он забыл, как нас зовут. Андрей и Светлана. Светлана и Андрей. Очень приятно. Мы участвовали в этом году на проекте «Свадьба года 2025». Сейчас мы расскажем о Маньпупунёре гостям, иностранным гостям из Мексики. Мы хотели показать вам вот такое, это одно из 7 чудес России, находится в республике Коми. Сколько градусов? Здесь сейчас минус 30 на этой фотографии. Сейчас там лето. Сейчас там лето. Высота примерно 42 метра. Это идолы, на них народ Манси когда-то молился и камлал. Сейчас это туристическое место. Туда можно доехать на снегоходе, либо прилететь на вертолете. Наша температура на летом это очень близко. Llegamos en esta temporada В этот момент 45 a 50 grados. 45 до 50 градусов. У нас вот это очень ярко. Вот сейчас это вау, просто очень ярко. Знаете ли вы, где находится Республика Коми и что это за костюм? Это Украина? Украина. Белоруссия. Грузия. Румыния. Россия. Это Россия. Национальная одежда. Нет, это Коми национальная одежда. Вы знаете, что такое Коми? Где это? Нет. Ни разу не слышали? Федеральный округ. Она нас в гости пригласила, мы Узбекистан. А еще... Да, это мои гости. Три подружки приехали сюда к ней. Давайте фотографировать. Я знаю, Сыктывкар, город знаю. Откуда вы знаете? Я в школе училась по В географии. Сыктывкаре? Нет, в Ташкенте. У нас вон там скрытая камера. Ну, слышали, что есть такая. А что слышали о ней? Может быть, какое-то чудо света или какой-то да нет, город? я слышал то, что у них свои интересные традиции, обычаи, с которые они чтят, соблюдают. А вы сами откуда? Я с Казахстана, а так живем в Новосибирске. Да, мы вместе живем в Новосибирске. И на самом деле я интересуюсь тоже культурой нашей страны. Про Коми точно не знаю, но вот, да, ваш наряд, это вот наша исконная, вот и вы, ваша область, это вот один из таких уголков, которые сохранили до сих пор как-то культивируют и развивают. Ну, в отличие от Новосибирска, например, где нет ничего подобного, вот Коми, Архангельск, вот это наши российские, ну, такие на слуху. Слушая наше дыхание, я слушаю наше дыхание. Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. Дорогие друзья, вот и вечер наступил, мы встретились с моим братишкой, братишка Дэви, который родом из Питю, мы с ним так шутим. Действительно, мы с Генрихом познакомились на Маньпупунёре. Никогда не забуду эти 2 дня восхождения и замечательный вид, который открывается на плато. Это воспоминание на всю жизнь. А нас есть чем гордиться в Республике Коми? Конечно, я считаю, что один малосоленый хариус уже является достаточным поводом для гордости. А так и смотрел последние ролики твои про предпринимателей, ижемцев и Коми. И то, что вы так сильно продвигаете свой бренд, так скажем, да, Коми, это очень здорово. И я считаю, что это достойно. И я тоже так считаю. В Республике Коми действительно есть чем гордиться. И жителями, людьми, и природой, красотой, и культурой. Разнообразной, многогранной, богатой историей. Друзья, вот и закончились наши съемки в Москве, где мы спрашиваем москвичей о Республике Коми, о Коми-народе, разговариваем на Коми-языке, знакомим с Маньпупунёром и задаем еще интересные вопросики. Как показал результат, очень скудно знают о Республике Коми, ну прям беда какая-то.
Поэтому подписывайтесь на проект Руслана Магомедова, Генриха Немчинова, этноблогера «Территория Коми» и изучайте наш край вместе с нами, чтобы на все вопросы отвечали, чтобы вы знали нашу родину. Если вы будете знать о Республике Коми, и другие подтянутся.